Заместитель министра чрезвычайной ситуации Надим Астарханович ва Насир Салматханович. Кто не себе садлагади район двучкалах извата и коронавирус тёгендис аксиас хакалахтих фаластинишку шпи идарари чкадола палахик тишкиуната хадах фаластинишку ва чи кварчага и цигзова МЧС-те гереката гетле физвата гануч халар родол тануата радиспрезвата хамисова ресурсы. Садлагади чувствовал ползва главное управление МЧС России по республике Дагестан. Чазакоз вахим же вахтарахи птиги дишлер хануата хама тадарака алатар цеехунва эждани цигнова им ремонт хунва мукарол засакалаху мукарол и чи тамар пусканва канва ну электроменял но сашмут хурис курхука хурер куда хакти мисиларны вахтунда к каюлика дарари бехемихти колахтханова самого чи гражданской обороны части отдел класс в хрели класс хацаяр худи залапно хамани кем пешкаровла полузова дарари чкаровла и алака день ери полузова де дарари вачи администрации сална почрова алаха писвизач Надим Астарханович алака него совещание рештраку цигнала мисилы арсенал гелу Вирик Христос. Начиная тем геджелы гадачи мисилы арсадлагади Анатолий книг тикури информация ситуации акенда и тяжелый коронавирус циксикалах тхунин жгета. Ну, по коронавирусу муниципальный район создавал оперативный штаб, руководитель оперативного штаба, я же глава администрации, первый заместитель, я же глава администрации, Гадан заместитель, АОЗу и рабочей группами по мониторингу распространения коронавируса в районе, руководитель рабочей группы ЗУЯ, как заместитель по безопасности, они заместитель ЗНЕЖа, начальник участковых отдела полиции, поддерживал сотрудников всех почти структурных подразделений, Роспотребнадзор, больница, МЧС и другие структурные мониторинги ежедневно Тхузу. И в части работы этих объектов торговли, объектов общепита, участковых предписаний в Ганваде, где вообще не функционирует, им дали предупреждение, до особого распоряжения не функционирует. По идее, ни один банкетный зал, ни одно помещение кафе, ресторан, здесь вся деятельность приостановлена. На вынос у нас тоже одно кафе работает, она тоже разрешение есть. Остальные сейчас по последним распоряжениям главы республики, там 52 объекта, перечень расширили они, но они могут функционировать только при наличии нет разрешения Роспотребнадзора. Да, сейчас этот вопрос мы тоже проводим. Мониторинг вчера на сотрудники Роспотребнадзора о положении до населения разъяснят, но ежедневно через изменения ежедневно здесь на сайте муниципального района и оперативную обстановку в районе, которые ежедневно глава складывается воды. Их первое изменение, что должен делать ежедневно до населения, проводиться через средства массовой информации. По населению тоже в списке в первом последний разговор шел своевременно Гагарзу по каждому человеку. А список Арчинагах уже отдел полиции и больницы, чтобы они осуществляли свой контроль. Карантин давались они, которые прибыли из других стран или там из других регионов, тоже они проходят. Больницы да пробуют лиги положительный район да нашей лучше. По ценообразованию тоже не конфермали обод. Изменение цен, если получают микрочный мониторинг, хуже забрукатахани. И ежедневно по ценообразованию и по объектам чинабудады отчет в аппарат главы и правительства ежедневно представить отчет. Ну, ситуация, по идее, под контролем, выходит из оперативного штаба. Почти ежедневно, под воде и до глав сельских поселений доводится эта информация путем дистанционного совещания, проведения совещания. Те, что указания, предписания и указы главы республики, президента Российской Федерации, чей район начинает быть
Наверное, я вот читал, я вам уже говорил, на сайте у вас было написано, что у вас 47 человек пересекли границу. Да. Из них 6 под наблюдением. А под наблюдением они у вас дома находятся или как? Да, да, в домашних условиях. И как у них температура, вы измеряете регулярно, или как это проводите? Они под наблюдением врачей находятся, ежедневно, каждый день они... 5 было, по-моему, контактировавших, да? Да, 5 контактировавших, да. Просто Чел Харифу загадывал ЦРБД информация, бро, и финар он лата, бро. Харифу загадывал, и Аллаха дакамна инсанар, Курхука инсанар, Хабро Гал Хикавата, Харифу забучпи первичное звено соглам лидара, первичное звено здравоохранения. Колахт Хузуа, главари контроль Нико, Хрели Этлери. Вири Патар Лахтанова, бро, электронную базу данных, Вири главари Ракурного, Габурный контроль Нико. И они же это Колахт Хузу. вчера, когда Артем Алексеевич проводил очередное совещание, там развитие экономики, может, вы были на ВКС, не знаю, ну, вы в этих условиях, когда коронавирус, да, и там новый Роспотребнадзора докладывал, что к тому перечню, который есть 52 организации, распоряжение учрежденное, есть приложение. Я посоветовал вам посмотреть на сайте Роспотребнадзора, или у вас же филиал есть, Да, да. что они еще добавили к этому 52 направлениям еще какие могут работать в наших условиях. Это Павлов, он докладывал вчера. Вот, теперь вы вообще, вот, допустим, в администрации, вы режим работы, вот, допустим, мы советуем, мы сами тоже приняли такой режим работы, что у нас резервные работники, которые, ну, всякий, кто-то, если чтобы из состава заболели, чтобы мы могли полностью изолировать и резерв. Вот, я посоветовал вам тоже в администрации как-то держать там взаимозаменяемость, что была, чтобы могли, чтобы если не дал кто заболеет, чтобы полностью не блокировать работу, кто-то мог заменять эту работу. Потом второй вопрос. В районе по дезинфекции сооружений там важных, зданий, вы эту работу как проводите? Садлади и сад эвезуни патаха работник личного обурного постановления, распоряжения. Работника средние и миквебур колахсва специалиста арчипишикара абурсаки колахала абуртуш, козабур анжах руководителя, заместителя руководителя отдела управления. Хабрузни, миквебрузни герлазимьевский это дежурство у него, нече административного хакя, сапак козака, сапак козапака. Это хата нормативно-правовой регламентирующий актуал зе рекламач хей отдел регикозота. Ну, в общем, руководитель Арчкарова, Амабур, Герлазимьевский так Вызывает. Хайдла начинает совещание, говорит, хузу дистанционно хайда, да. Сашмут хайдал час, главарь, короче, нагары снепуст хузу хайда дачна бразиверзовоч, веру себе массаде. Не сята малим легко входит совещание, слушал проекты Штраксова Малимар, скайп, тут хомики программы решили все. И они и же это чна лазим переселение жмал обун. Дезинфекция подохач на район до Сашмичкаров и санак захочет звать Каролунова, это хлор, киши сейчас хатис лапчитиханова, чем джагурна будет это не. Хочу на не бюджетный плар и шлемишна. Хасун хрен и санар кот жада мукинти паркарку идара архарикус амизвадин мислочи администрация хочу та холога административное здание хочу хар пасятимла миксва дезинфицирующий раствор пол или ручкару амизва хар пасятимла до дослушал хашейну обработка изва дезинфицирующий ядо и они полах хузучно и сята ничего не стат там адихарку чега дезинфекции изва техника очень чезавади МТС в сельхозтоваропроизводителей или техника ряда чехи это саларис распылитель хаброл тхон начинает активно совершенно кругарниган во микрохарерных колахаризва и санар кот жезва кот жез мункинтерчкара актиколахаризва. Я бы, ну, в качестве как рекомендации, наверное, там сейчас как раз, я не знаю, до вас, до администрации должны были довести, есть письма и комитета по госзакупкам, и письмо Минфина, которые в нынешних условиях вам позволяет без конкурсных процедур в обход ФЗ 44 заключать договора на приобретение средств индивидуальной защиты, всех этих дезинфекций. То есть вы, не проведя конкурс, имеете право их приобретать. И насколько я знаю, Сулейман-Стальский район, Финрезерв, причест, там, по-моему, 1 000 000 рублей, если память не изменяет, и где-то там сколько-то 200 или сколько-то потратили, остаток у вас есть.
То есть вы 20 тысяч всего. 20, да. Вы можете спокойно, без этих 20-дневных торгов, найти поставщика, но при этом там есть такое положение, что как только вы заключаете, вы должны день-два уведомить Минфин Дагестана о том, что вы с перечнем тех материалов, которые закупаете. То есть у вас руки в этом плане развязываются оперативно, быстро, что вам необходимо, вы можете закупить. Надин Асылхан, что ты не шеер дахкалас, чинагаля шеер хочу да шеер чеба очи республика, да. Чазовой меримертлуни сценарий Кархана, Газури, если противочумный костюмар хочу да, ИВЛ хочу да. Абро уджусками тартуш ИВЛ дехемет каюш пудишах зурман куль. Хабур хочу заполнила, чи идара из района дала, и они харчи, бизнесмены хочу заполнила. Амгаевки еда густон да евусата материала, сейчас хочу заполнила, больница с директор, хатновач Джеризович. Хлор Джеризович. И сята сабубата ну Амханова, Хканова активи да густон здесь, соучитание час атану городу. И они час и хайда арчизова, а хочу да шепчика даволочь. Я час и финал отсюда их аппарат Джеризович. А брхик он кайтан чу газури хочу. И они чу, ребята чега чик бюджета пул член штижа света, час активни санарова кмек будузна. Мекипадаха маска яр хочу начина маска рабочий с деверхану аптекта. Абракаметана Артухарова, час их кмек ганва наладил садтар, Аскеров Максим Майдинович, зам председателя собрания депутатов, бизнесмен Карчи, Каси. Хада Кенва Кудазур маска, и сятун кюркизу Кудазур маска, многоразовая, лапихти Ерева Абур, Харса маска, вечерних пакетовос Гузваде, Апана Холт из больницы, Развери Даралис, Мат кюркизва, Адвичи Патай Кулахизва, Кудазур маска, Самаска Адол, Küs, условно, джунат химет, но ладжилери химет, не утушен, но целофан кади химет, очень туш. Сама скакюс, а доз хатсова кайнцуд манат пул. И они куда озур маска кена, движи, вишли куда озур манат пул гану, что рабочий визит гану конца, да забуной цехова, а буной цех то сято да маска радул визва, вичи пата, хлоп из кумекес, а пан уверенность. И сято куда озур, не инки район, дербен из не пан. И сято на колах хузва, вичи пата кумекес. Как тебе мадово чезнала, ростол хазмару. Садишилево, Мильварово, Гус, Хадукену, Виш, Маска, Кюмек, куда и Санарово, Маскарово, район Тайми, и сяту через Эвезия, Запаста, отсюда уже была вниз Маскарово район. Еще, ну вот как, допустим, у нас там поставлено удар, у нас при входе в здание мы закупили электронные термометры. Кегина хочу. В аптеках взяли, они 10-12 тысяч стоят. Я Чикадалфеева, я узнаю даже контакты, где что, скину. Я бы рекомендовал вот именно те организации госвласти, муниципальной власти, которые работают, вот эти термометры, что были, при входе в здание, что ли, замеряли температуру. Сейчас же начали. Чиновники, мы вот в день 3 раза замеряем температуру. Как регулярно. Всех работников. Иногда центрально распределяли, масса называли. Я узнаю. Да, чиновник хочу, да. Я контакт скину. Для чего это делать? Вот, допустим, некоторые утром температура, ну, это такая болезнь, она, обед, вечер. Да, ну, 3 раза. Вот у нас вот так мы поставили. Брон дюз халур завошел за. Ну, чё Джаганова, чабур, чё Газури. 1-2 градуса здесь даже играет, но в любом случае хоть какая-то мера, да. Просто на самом деле, Нариман Шамсун, сейчас чуть-чуть мы, вот именно дагестанцы, особенно в селах, ну, беда, не дай Аллах, да, она далека, там в городах. Но если эта болезнь она попадет в районы, учитывая, как у нас сейчас сделано, ну, плачевно это будет последствия, потому что в районах, в селах все родственники, все друзья, все к друг другу ходят, она быстро передается. На сегодняшний день, на сегодняшнее утро зарегистрировано, уже подтверждено 116 заболевших вот этим коронавирусом. Тенденция такая, что может 25 числам, 30 числам она значительно увеличится. А чтобы как-то, что от нас зависит, я так думаю, каждый в своей семье, да, там, или по телевидению, какую-то вести вот такую именно работу, доводить до людей, что все-таки надо немного, хотя бы минимальные вот эти меры самоизоляции сохранять. Как Аллахар не изучен, Надим Астраханович, Харих узнал, флешмоба Архизва, Ела Архазва, район Гриметуни, Санар, пенсионера Архазва, обучи соцсети у него, сайт у него, Амагаивки, Инсанри Гаурдовочи, Кулахтини, Чазахтини, и Адон Азарди, Адон Хамучи Азари, там Забру, Фикирдан Казва, Чамакон Гриппу Забру, Ахтин Санарова, Амагаивки,
Сачи Кулакрол Никола Харклиза Пуджидача, ребята милиция Арфизова, инсанар Пасвачка, Арбучкурзова, Рахкурзова, разъяснительник Аллах, я не говорю туда Кулах Тхузова, а Масавах Тонда Лахана Пандаки, Чи инсанар Мацифер Дагаутун Пандачна, има Лапчити Азари, и на Кутар Мишхун, Чити, их мониторингом Дюняда, Хукумата, Зарчканова, чихти менталитетова, чи Дагустан Веркис, Поля Санал Цукмат Арахвентизва, и Санар Милтуш, Финхтумова, Книлахава, Дебайрова, Туларова, Эларова. Ихти Хукуматра и Азарпачкизва, Иран, Азербайджан, Турция, Италия. Я ничего, не только мусульманский, не есть менталитетова, ихти Милкон Егимовка, Умирда, ихти Каткалтугна Артухова, эмоция Гисера Артухова, Халтар, там Испания, Италия, Турция, Азербайджан, и на Адакочес, Гючили Кочес Чикизваза. Eğer ihtik olak çen çıkarsa virlan çekin haldıcı doğru. Doktori hakki fikirlerine uzva aga arzva. Имчити миселай, сачага ага аржудач, он на ВКС Тханова Ивановане, Владимир Валерьевич, руководитель администрации, главы правительства. Хадане Сабязи районра сериатора Аголного гала Таинтер Гючилюкша заказывая вири машинар, цигнова диспостар, дезинфицирующий постар. Харса машин дезинфекции изва, Харса Исландия и Финара Цунзова. Ахпа им типа дахайники халк нинджикажи. Человек фикир гейлак постигата район диз узловой район, я под район диз Мадрях физанул пора, Аволхи. Садла инсалим наразило уже так. Эдлагаде хабрагахтачину бригада ярни, через здравоохранение, где Роспотребнадзор, где Чпинисанар гуда не гудашинче чизуч. Леточно волонтеры, молодежный парламент и хватер штемишсу. А мы кипа дахачан и ждать чекинжады. Цуса давзур машин физуа гейриха. Ека. Цуса давзур машин. Гила коронавирус себе без адар асифет кимнуханва. Хигидан водавзур машине харса машина пазарна, харса инсонди эфиал цуму, харса машин дезинфекцию им зарафати кулахтуш. Гавля кнела гавол чихуатар магни садовна и кулахтиз артух фикир хгана. И Великая Цигнова плановая мерекатар руководство республика, и чьи постановления Анчинат Абунова. Или захудно помню, регат то, что казалagов, и санар гаудату лапчатия, что заказывал няня с джейлар подчазова. Лица ребургивына уже зова, абрукалах тхузва. Спортзала Виля Голнова. Виля Голнова, да. Дистанционное обучение, школа. Кстати, вопрос, ну, Шерда, он как-то легче, ну, относительно легче, учитывая там города, что есть более такие технологии. А вот так в районе как? Жезл, тхузва, WhatsApp ишлемишсова, интернет ишлемишсова, ребята читин жезл, связь, вири были ишлемиштала, да, вири заившизва. Хагета не вири школа, рекулах тхузва. Начинание совещания вири тхузва, саки вири дистанционно хайдут. Понял. Масса чаровоч. Понял, наверное, слушай, ну, что от нас, наших какая-то помощь, всегда рядом, знаете, Чачизова. с Наилом Ахмедовичем, так что... Ну, парол Киабрутанова подведомственная структура, Лазимовский ЧП машинар, дезинфицирующий administraющий Газурила. Ну, через Лазима Татовича Габрукова там дошли. Понял, тогда с вашего разрешения, когда мы ко второму вопросу перейдем, уважаемые коллеги, наверное, все знают, что с приходом Наримана Махмудовича в Дагестан, структуру МЧС, даже без слов видно, что очень много сделано. Да? Одних только субъектовых пожарных частей построено 26. И еще один пост, всего 27 по пожарной части. И в рамках этой работы ему огромное спасибо. Он очередной раз обратил внимание на наш район, Сумгорно-Старский район и Корчаги. Он там, все вы знаете, поэтому вас и пригласили. Марина Александрович я попросил строить нашу часть. Если Всевышний даст, то планируем эту часть завершить строительство в этом году. И, соответственно, вот вчера я как раз на сайт зашел района, уже там вывесили объявление, что объявляется набор кандидатов на последующее устройство на эту работу. Но, к большому сожалению, находятся те или иные люди, там намеренно не распускают эти слухи. Как это делается, что якобы для устройства на работу там какие-то обязательства там денежные. И я вас заверю, более подробно о том, Насыр Салмхан скажет, что он обеспечит всю безопасность системы ЧС в Дагестане. Он подробно остановится, но я так общих скажу, что это на корню пресекается нашим руководителям. Это неприемлемые вообще вопросы, слухи.
И вот параллельно вот с работой по профилактике коронавируса мы хотели этот вопрос обсудить. То есть я хочу сказать, да, что отбор кандидатов будет проводиться, вот Нариман попросил об этом сказать мне и Нариман Шамсунович, прозрачно. Вообще задача такая, что это будет проводиться на базе нашего билиджинской части с привлечением телевидения. Нариман Шамсунович предлагает, Нариман хочет это сделать в такой рамках такого, что с каждого, вот там 4 наших села, вот кто здесь сидит, с каждого села представитель будут сидеть там, когда будут сдавать нормативы кандидаты на устройство. То есть предлагается пригласить местное телевидение и прозрачно так просить, чтобы ни у кого не было ни домыслов, ни слухов, что на устройство, работу, систему ЧС кто-то где-то что-то берет. Я предлагаю Насыр Салмханович более подробно как-то это объяснить, чтобы доступно коллег, чтобы понимали эти моменты. Ну, во-первых, уважаемые коллеги, я хотел бы добавить одно небольшое к тому предыдущему вопросу, который мы сейчас обсуждали, касательно приобретения технических средств. Значит, мы сейчас мониторим, отслеживаем ситуацию. Естественно, сейчас бизнес уже двинулся с места, уже пошли предложения, их сейчас немало. И заметили, уже я докладывал вчера министру о том, что предлагаются средства, которые не отвечают тем требованиям, которые к ним предъявляются. Примерно вот вчера мы мониторили вопрос, получили информацию уже по контракту, который должен был быть уже оплачен, мы его приостановили. Значит, погрешность измерения температуры была 5 градусов. Вот вы это понимаете, поэтому с учетом даже, когда понятно, что многие люди хотят сейчас помочь, и внебюджетные какие-то, и коммерческие возможности, да, вот такие факторы, вот я хотел бы, чтобы вы это учитывали. Это первое. Второе, касательно вопроса, значит, подбора кандидатов на работу, вот часть, которая у нас в скором времени планируется открыть. Значит, по поручению министра я хочу доводить до всех. Значит, вот эти все домыслы, разговоры, которые, всякие инсинуации, которые у нас выходят сейчас, они до нас очень быстро доходят. Мы очень быстро получаем информацию со всех точек нашей республики. Поэтому что хотел бы сказать? Во-первых, мы дали предложение, чтобы вот этих людей, кандидатов, конечно, мы понимаем, к руководству муниципального образования приходят люди, обращения граждан есть, да, когда очень тяжелая ситуация. Есть семьи, где вообще никто не работает. Бывают сироты, которые уже исполнилось 18 лет. Куда они приходят? Они приходят сюда, к вам обращаются. Есть некоторые моменты, которые руководство муниципального образования, оно выходит и со своими предложениями. Учесть, мы эти вопросы учтем, конечно. Это первое. Второе. Значит, для того, чтобы эти люди, кандидаты, это молодые люди, там, неважно возраст какой, чтобы их всех в нынешних условиях не приглашать в Махачкалу для сдачи квалификационных требований, мы вчера дали предложение министру это сделать здесь, чтобы рядом было. Или на базе Билиджи, или здесь где-то мы можем дополнительно это обсудить, на базе какой-то школы, там, чего-то, где есть условия, чтобы вот это большое количество народа, их не отправлять в Махачкалу. Вот эти предложения будут рассматриваться. Третье. Мы, особенно я вот сейчас обращаюсь к главам тех поселений, администраций, которые близлежащих к этой части. Да? Значит, во-первых, до всех надо это довести, до населения, что идет подбор кандидатов и так далее. Туда подойдут, конечно, самые достойные, да, люди, которые подбираются не просто для того, чтобы там занять какое-то место. Потому что завтра при возникновении какой-то ситуации, пожара, этот человек должен быть
морально, психологически и физически готов выполнять те задачи, которые перед ним ставятся. Значит, по количеству у нас там примерно ориентировочно 20, ну, на 24, да, 20-24. Там уже будет видно. Значит, и мы обсудили этот вопрос, наверное, начальник части и замначальника части, это должны люди, которые имеют профессиональное образование, прошли эту школу или службу. Значит, потому что я уже вижу много подходов, когда люди приходят, хотят претендовать. Люди, которые не владеют профессиональными навыками и не имеют профессионального образования, руководить частью, по нашему мнению, не должны. Потому что мы завтра не справимся с определенными специфическими задачами. Что касается остальных вопросов, да, связанных по линии противодействия коррупции, значит, хочу всех заверить, будет очень строгий подход. Конечно, мы будем учитывать те предложения, которые будут от вас исходить, от руководства муниципального образования. Значит, но в основном все будет прозрачно, открыто, требования для всех одинаковые. Там психологическая подготовка, физическая подготовка и так далее, и так далее. Они будут все опубликованы. И самое главное, мы хотим, чтобы все люди знали. И вы должны до населения это довести. Если мы дадим повод для каких-то разговоров, это, я думаю, вообще это не актуально сейчас в последнее время, ту работу, которую мы проводим. И для вас нехорошо, и для министерства. Наша задача сделать там в кратчайшие сроки хороший боеспособный коллектив, которым руководить будет профессионал. Вот я это хотел довести. Если будут какие-то вопросы по кандидатам, естественно, есть определенные требования, я просто не хочу времени занимать. Они являются, это, значит, эти люди не должны быть там определенные критерии, да, каким-то бандитским формированием, не употребляют запрещенных средств, там, наркотических, других. Есть вопросы по осужденным, хотя это не полный запрет. Там есть категории, которые аттестованные должны, а есть к работникам, да. Там есть определенные моменты есть. И с учетом вот этих моментов, мы, пожалуйста, сегодня вам телефоны, контакты, телефоны, все оставим. Когда к вам подходят люди, чтобы вы заранее, уже можно было на определенном этапе, люди сами будут отсекаться, те, которые не отвечают определенным требованиям. Остальные, кто готов, желает, мы их будем ждать вместе с вами, со всеми, и проверять их требования квалификационные. Если, пожалуйста, есть какие-то вопросы более конкретные, я вам отвечу. Ну, к сказанному Насыр Салмаханович, я добавлю вот что. На мне, так сказать, здесь двойная ответственность. Почему? Потому что я сам с одного из этих сел. То есть многих знаю вот в этих 4 селах, знаю изнутри, что там происходит, как там происходит. Поэтому здесь Насыр Салмаханович сказал, и я повторяю, что все будет прозрачно. Все будет прозрачно. Я вот здесь взял с собой, я сейчас после совещания раздам представителям 4 сел, главе поселения, перечень документов, которые необходимо представить кандидату для участия в конкурсном сборе. Учитывая, что мы исходим, во-первых, скажу так, да, сейчас вот, чтобы вы понимали, что это не так легко все это делается. Огромных трудов, во-первых, стоило на Имама Махмудовича выбить средства для строительства этого объекта и других объектов. Вы знаете, вы все грамотны, что у нас бюджет дефицитный, средств на все не хватает. Естественно, второй вопрос, который возникает, это рабочие места. Их тоже вот сейчас их нет. Мы сейчас над этим работаем, чтобы нам дали рабочие места, обращаемся и в правительство, и в Москву. Вот. Мы исходим из того, что пожарная часть, она должна в принципе состоять из 34 по нормативам, но нам эти нормативы никто не дает. В среднем у нас на сегодняшний день человек 20 работает вот наших субъектов. Но мы здесь возьмем так, у нас 4 села, я раздам
здесь сколько есть сейчас, на 4 населенных пункта, ну, с каждого села по 6 кандидатов, 6-7 кандидатов с каждого населенного пункта. Кто подходит под критерии, как сказал Насыр Салмуханович. А уже, когда у нас будет человек 24-25 человек, уже кто пройдет, там есть вот здесь документы, а вот что они здесь сзади написал, что они должны будут сдавать. Да, это бег, там, подтягивание, челночный бег, диктант и психологическое тестирование. Все это будет проходить комиссионно. Вот как я и сказал, может привлечен представитель каждого села, там свой представитель, Нариман Шамсунович может дать. Ну, если Нариман Шамсунович не против, работу можно построить так. Вы на вашем уровне собираете эти папки, по 6 папок с каждого села будет, даете главе всего поселения. Все эти папки, Нариман Шамсунович, когда, вот как сказал мне Нариман Шамсунович, когда соберете все папки главы района, он дает команду, все готово, и мы можем уже в рамках норматива, когда уже объявлять конкурс на проведение этого отбора. То есть будет все прозрачно. Вот как уже было сказано, да, я понимаю, там какая-то у кого-то проблема, там семья бедная, но здесь мы должны понимать, что от действий этих пожарных, да, может быть зависит жизнь людей, как они будут реагировать. То есть будут соответствовать требованиям, он будет там, не будет соответствовать, там других вопросов не должно быть. Я хочу, чтобы все корчаги, выкиндили, зизики, нютюги, чтобы до своих людей доводили. Никаких других требований там, не буду все озвучивать, да, чтобы это только требования в рамках закона. Все. Вот так будет эта работа строиться. Предпочтение, конечно, приветствуется. Люди, которые уже отслужили в вооруженных силах, знают, что такое дисциплина, порядок, тяготы, лишения. И дополнительно еще что хотел сказать, Надим Астаханович, я думаю, что речь как бы, мы не можем знать вот это сегодня 6 человек. Ну, это понятно, да. В том, да. что эти 6 человек никто может не пройдет. То есть на эти 20 или 24 места у нас примерно должно быть не менее 50 человек кандидатов. По 2 человека. Понимаете, да? И вот наш уважаемый заместитель по безопасности знает, желательно, чтобы эти люди предварительно были проверены по учетам информационного центра. МВД, ФСБ, да. Потому что мы не хотим завтра иметь проблему в этом направлении. Надо выбирать самых лучших, вы здесь решаете, выбираете, подбираете, а потом вместе с вами мы делаем контрольную работу. Поэтому я вот это раздам сейчас после совещания, да, вы уже отксельте у себя, там, аксель, сколько посчитать нужно, как будут папки готовы. Нового кура. Как будут папки. Olsun Karçalar Şkol Direktörü, biliyorsun постоянно хвре. Шамичканова да церал кемялна хезда да пшат жилисен рукол. А бо вирда ике ну она работа кандидатура вирбо войде узо собраны все адекватно узо уже полностью узо Вечи контингент квотного доза все туда уже есть. Захак гафари мол узо мой санор. Тем более взять их тише хайла и тише хайла. Санор хайла. Вот кто конкретно это говорит, мы не поймем, кто. Нет, мы, просто вот одно из мы представляем это. Это просто мнение людей, я вам говорю, конкретно там никого не называю. Я вам отвечу на ваш вопрос. Вот это, который вы даете, вам хайли взять, на это вопрос все отпадает. Со своего музыки. Сады так он чизу нанала. Ну просто если народу гафари мало, я бы хотел бы... Вот, допустим, Зуя, вот, Хайсан Рузно Аво фамилия, а фамилия, сад фамилию Аво, которую, кто там, я заместитель министра. Зачем? А его заместитель по безопасности. Мы не в курсе, министр не в курсе. Кто тогда в курсе? Просто это люди же, мы же все-таки чизом. Вот я же говорю, отпадать будут эти вопросы, все, которые есть... Докладывается министру. Вы понимаете, ни одного материала на сегодняшний день по этой части мы не видели, и нету, и быть не может. Понимаете? Вот. Почему мы сюда приехали? Чтобы вот эти разговоры пресечь, во-вторых, вам оказать вот помощь в плане того, как нам совместно это делать. Да? Мы хотим, чтобы и район участвовал, и непосредственно главы сельских поселений, администрация. И самое главное, пресечь вот это ненужное. Они всегда бывают. Кому-то это выгодно,
имя уважаемых людей там, и так далее, структуры. Но мы же здесь собираемся не это обсуждать, мы говорим о том, что нам нужно делать. Если кто-то себе лишнее позволяет, мы с ними тоже знаем, как нужно это бороться, за то, что эти люди отвечали потом. Зарплата какая там ориентировочная? Зарплата, Если я скажу, есть- там зарплата, во-первых, зависит будет от их стажа работы, там категория идет. Зарплата в среднем, можно сказать, 1018, 17, 18 тысяч в среднем. Это обязательства там денежные. И я вас заверю, более подробно о том, Насыр Салмхан скажет, что он обеспечит всю безопасность системы ЧС в Дагестане. Он подробно становится, но я так общих скажу, что это на корню пресекается нашим руководителям. Это неприемлемые вообще вопросы, слухи. И вот параллельно вот с работой по профилактике коронавируса мы хотели этот вопрос обсудить. То есть я хочу сказать, да, что отбор кандидатов будет проводиться, вот он, Нариман попросил об этом сказать мне и Нариман Шамсунович, прозрачно. Вообще задача такая, что это будет проводиться на базе нашего билиджинской части с привлечением телевидения. Нариман Шамсунович предлагает, Нариман хочет это сделать в рамках такого, что с каждого, вот там 4 наших села, вот кто здесь сидит, с каждого села представитель будет сидеть там, когда будут сдавать нормативы кандидаты на устройство. То есть предлагается пригласить местное телевидение и прозрачно так просить, чтобы ни у кого не было ни домыслов, ни слухов, что на устройство, работу систему ЧС кто-то где-то что-то берет. Но я предлагаю Насыр Салмханович более подробно как-то это объяснить, чтобы в доступном порядке, чтобы понимали эти моменты. Ну, во-первых, уважаемые коллеги, я хотел бы добавить одну небольшую к тому предыдущему вопросу, который мы сейчас обсуждали, Нариман Шамсунович, касательно приобретения технических средств. Значит, мы сейчас мониторим, отслеживаем ситуацию. Естественно, сейчас бизнес уже двинулся с места, уже пошли предложения, их сейчас немало. И заметили, уже я докладывал вчера министру о том, что предлагаются средства, которые не отвечают тем требованиям, которые к ним предъявляются. Примерно вот вчера мы мониторили вопрос, получили информацию уже по контракту, который должен был быть уже оплачен, мы его приостановили. Значит, погрешность измерения температуры была 5 градусов. Вот вы это понимаете, поэтому с учетом даже, когда понятно, что многие люди хотят сейчас помочь, и внебюджетные какие-то, и коммерческие возможности, да, вот такие факторы, вот я хотел бы, чтобы вы это учитывали. Это первое. Второе, касательно вопроса, значит, подбора кандидатов на работу, вот часть, которая у нас в скором времени планируется открыть. Значит, по поручению министра я хочу доводить до всех. Значит, вот эти все домыслы, разговоры, которые, всякие инсинуации, которые у нас выходят сейчас, они до нас очень быстро доходят. Мы очень быстро получаем информацию со всех точек нашей республики. Поэтому что хотел бы сказать? Во-первых, мы дали предложение, чтобы вот этих людей, кандидатов, конечно, мы понимаем, к руководству муниципального образования приходят люди, обращения граждан есть, да, когда очень тяжелая ситуация. Есть семьи, где вообще никто не работает. Бывают сироты, которые уже исполнилось 18 лет. Куда они приходят? Они приходят сюда, к вам обращаются. Есть некоторые моменты, которые руководство муниципального образования, оно выходит и со своими предложениями. Учесть, мы эти вопросы учтем, конечно. Это первое. Второе. Значит, для того, чтобы эти люди, кандидаты, это молодые люди, там, неважно возраст какой, чтобы их всех в нынешних условиях не приглашать в Махачкалу для сдачи квалификационных требований, мы вчера дали предложение министру это сделать здесь, чтобы рядом было. Или на базе Билиджи, или здесь где-то мы можем дополнительно это обсудить.
базе какой-то школы, там чего-то, где есть условия, чтобы вот это большое количество народа, их не отправлять в Махачкалу. Вот эти предложения будут рассматриваться. Третье. Мы, особенно я вот сейчас обращаюсь к главам тех поселений, администрации, которые близлежащих к этой части, да. Значит, во-первых, до всех надо это довести, до населения, что идет подбор кандидатов и так далее. Туда подойдут, конечно, самые достойные, да, люди, которые подбираются не просто для того, чтобы там занять какое-то место. Потому что завтра при возникновении какой-то ситуации пожара этот человек должен быть морально, психологически и физически готов выполнять. Я оставлю главу района тоже перечень, раздам тоже, но просто я исходил из чего, живя здесь, ехать там за километров 15-20, ну, чисто из этой ситуации. Никаких вопросов. Оттуда к нам же сюда тоже приходят. Никаких вопросов, можете любого. Законодательство никому не запрещает, запрещает конечно, участвовать. конечно. Это конкурсный отбор сейчас. То есть вы можете с любой точки, не только Сулейман Стальского, по большому счету, любой с Магарамкента может там работать. Табасрон, Да, вообще никаких вопросов. Один вопрос. Вот насчет трудоустройства, у нас 4 села действительно, и там достаточно народу без работы ходит. Естественно, хорошо было бы, с каждого села, как вы сказали, по 6 человек. Мы там на местах проверили бы, посмотрели бы с главой совета. Ну, И понял. достойных мы не Понял. 50-100 Смотри, человек, на чтобы там местах участвовали. тоже можно проверить, но в любом случае мы, если, допустим, я с Магарамкента, а какой-то кандидат вот, с Карчак Зика, и я лучше сдаю него, естественно, никто не скажет, нет, ты уйди, а этот наш. Так неправильный подход. Будет правильно, ровный подход ко всем. Это не имел в виду. Пускай готовится, изучает, тренируется, и там покажет. Есть соответствующие нормативы, если он преодолел, желательно перспективу Нет, давать если, вместе наши. если нормативы Да. человек прошел, ну, естественно, будет приоритет какой-то даваться. Да. Но если человек не сдал норматив, а Никаких другой проблем. сдал, ну, это неправильный подход к вопросу. А возраст там какой? Возраст там есть у меня тоже здесь, там до 35, что ли. Ну, есть возраст. По-моему, там Посмотреть надо. Анкен, Но желательно, естественно, чтобы человек на пожарах вот с таким пузом, чтобы он мог, машину мог говорить, чтобы пожар мог тушить. Для чего берем туда? Тоже берем не сидеть в кабинет, берем, чтобы он реагировал на ЧС. Dar devirde сякту плохочеров туда час их объектов хайзал на рабочие места, самое заказав часов назад поселение бутака еще че ловадит нормально, сначала часов назад. А стройка фидала постоянно на основе проверка из клигейских физата Мухайда Чулсона Чехал Патакезне. А так не лговал и кандидат Хачина самых достойных выберем. Дальше уже к дома. И еще, я добавлю, ну, я хотел бы сказать, вот сейчас представитель 4 сел и глава поселения, да, лично ответственность будет нести за каждого кандидата, чтобы, вот, не дай Аллах, да, еще раз какие-то случаи, кто-то там неправомерные шаги сделал. Вот, да, я не стал озвучивать. Каждый будет нести ответственность за тех людей, которые вы предлагаете вот сюда, на Риман Шамсовичу, чтобы дальше, чтобы мы выдвигали. Ну, если есть, давай. За сахтот хинхидан, мадаман илдаши. Садлади, имахидбета, чихве тума палахи, тавля за талабды чихал тивани, чинил цукма илдашивани, хар хурин сави килодан, депутаторова Хурин Сабранди, районди, директорова школы, Хурин Килова, Завидий Маджалаевич. За талабды эгерчава, их типа лахариш семиш савата министерства де. Чё тацур тума вел не вел? Кни кё тацур? Эхтил тар жадад на Димастер Ханочку, не эхтил трих я бумер, эхтил тар нол главала Мукарл Ханвади, нол директор школы. Габро хик лагат они чеп пул таганок олохал кан лагата пул ган лудай санансат паджада. Это мы разберемся. Ама и сана вашка джада. Но чи районда зачида голда, решвет тих олохал цигунарах лахараватыш. Южаза Мосад, когда нам Москва на Зенгунла, правительство Зенгуна. Ну, понятно. Ава Волгугун, Чехол, Зинчик, Актко Харжазвой. Чуни Теревдарария, Жазма,
ikisi bile var, dar bile var, insanlar Allah'la kutunikti. Uçlarda hiç de kadı biz kat kanıvat kasiz kolakşaz bu korçak dile de. İm hoca mesela tuş, im kanıvat kat hızan, kolak tol tamiye. Kat hızan da sikiyol arada olkaz. İm çehi zurbak olakı Nariman Mahmudçe, çum patol, çirayan patol, korçak dile diye ahaliyer patol unuvadi. Масадан тик жазва. Казукун анол сардар хрецигн пожарный часть. И часть ремонта уну. И техника хану. И на он тик зва. Чина чипата ожидая гива чека ожидак лахуштер, но чил тайнарун. Чина асфальтни клибница да они фида кулаевлерни. Чина едни цимисиларни халнова, ну ци газ ехтимисилар. Чека ожидак лахар хабори на демонстрханч. Чипата они чина кюат алабде. На ремонт Махмуд часть чипата икейке ремет халуру. Че Аллах-то ихти гафар хунту умпатол, ихти Аллах Аллах-то хакава, эгер кнел узвата чи иштирак волни хана канда, чинани гана канда, insanlar чинани хтармишны узвата, элбетте ки габурчу галачин жизак Аллахатир. Авля и меселар чи ихтибарданы, узат Аллах де удашар, яки главани хацур мира, хри глава, якюни хацур мира, ю көз иверного адя көл ихтибарна, ячуни хацур мира, чи служба яна хацур мира. Шачина ити милолди, ина düz insanlar хкягис гила хкяды кне хцун цуткас ха дюзбурка лап дюзбур чпи гила комиссия была княни штрафта комиссия чпи хкяды ханис клигна зазмат ферчух службон без хат хани вот кас охол кыл и букес алава налогарни ки бюджетизн районе бюджетизн пос им хико хир жазвата чихалтис чи райондис хавлямат ферда чуксо кезни Надим Астарханович Насир Салманханович кюни тана и меселарис клигна Чачизва кезни ихти мумкин ли раватуш кюни кат калтугуна равтухе учлата Дагестанда цаяр инициатива противопавод комиссияларова, тоновых комиссияларова. И же это чазакозва к хайгударвол чахова лакани чидерди баларихни ябгуни гуни чазакозва чехалтихни ябгуна козва. Кипатачис кмекова один чачижезва. Чухсал кювири министерство сара Нариман Махмуд чесчина Калурзова ава грмет за талаб до чехол патане лугу. Хакики герметя, чехозомишна герметя, сейчас их гзав и грами санрика, гзав их пешекар министрикаса, министр чина Махсова, а их пешекар через гикун. Идол чина олтардон, значит договорились, его позар сами.